Пятый международный кинофестиваль «Золотая башня» объявляется открытым! Старт дан. Ежегодный международный кинофестиваль «Золотая башня» вновь распахнул свои двери для ценителей кинематографа. Регион на несколько дней стал центром притяжения известных актеров и режиссеров. В Сунжинском доме культуры гостей встречают аплодисментами. Режиссер-постановщик национальных представлений, товарищ кино Донецкой и Луганской народных республиках Эльвира Лаврентьева. Фестиваль «Золотая башня» успел покорить сердца многих жителей и приезжих гостей, которые не упускают возможности прикоснуться к миру кино. Значимость этого события в культурной жизни региона отметила и Индира Сагова. Первый вице-премьер республики также зачитала приветственный адрес главы региона Махмуда Али Калиматова. Фестиваль в Ингушетии стал значимой и популярной кинематографической традицией, площадкой демонстрации прекрасных авторских работ и новых эффективных идей и проектов. Подобные масштабные мероприятия дают сильный импульс поступательного развития кинематографии в различных субъектах Российской Федерации. От всей души желаю участникам кинофестиваля «Золотая башня» достижения заветных творческих высот, огромного личного счастья, здоровья и захватывающего кино и бесконечно интересной жизни. После официальной части следует культурная программа, а она как никогда насыщенная. Кроме национальных танцев, радующих глаз гостей, со сцены звучат песни известных ингушских и российских исполнителей. Вдруг запел вальс, голос вдруг закачался слегка. В этом году на суд профессионального жюри отобрано 50 кинолент из 12 стран мира. Это Китай, Испания, Казахстан. Впервые свои фильмы на конкурсе представляют режиссеры из Индии, Бразилии и Южной Осетии. Отбирать лучших будут известные деятели искусств России, Ингушетии и не только. На каждом фестивале и каждое жюри работает профессионально. Оно оценивает по художественному уровню, по теме, которая раскрыта, по способу, выявления той темы. Работа оператора, работа режиссера, работа звукорежиссера. Все это вкупе. И вообще то, что кладется тебе на душу. Если положили на душу, если у тебя все хорошо, если у тебя складывается впечатление о том, что это необходимо для страны, для тебя, для твоих детей, то все будет нормально. Вот в таком стиле мы и работаем. Я сторонник того, чтобы никаких снисходительных позиций у членов жюри не было. Мы приехали оценивать профессиональный уровень работ уже в республиканских, студиях по всей России. Подросли очень серьезные, высокопрофессиональные кинематографисты, поэтому мы будем их судить по законам искусства. Ежегодно свои работы на кинофестивале представляют и ингушские режиссеры. В этом году 3 документальных фильма. Это киноработы Муслима Сагова «Наследие», «Живи, песня, живи» Мадины Костоевой и Мадины Зортовой «Чтобы помнили». Кинопоказы уже стартовали на различных площадках региона. Мы попытались как можно более широко охватить в этом году. Их по количеству втрое почти больше, чем было во все предыдущие годы. Это связано еще и с тем, что с каждым годом у нас открываются новые дома культуры, и на базе этих учреждений появилась возможность показывать фильмы. В день открытия кинофестиваля также прошла пресс-конференция с организаторами, членами жюри. Ингушетия не раз становилась обладательницей призовых мест кинофестиваля. Это говорит о том, что кинематограф в регионе развивается, а «Золотая башня» – шанс для талантливых деятелей киноиндустрии заявить о себе, отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. Республика по кинематографии сегодня возглавляете северокавказский кинематограф. То, что творится у вас, не происходит, творится, имея в виду крупными буквами такими. То есть, что делается. Это не делается в остальных республиках. Делается, но в значительно меньшей степени. Вы единственная республика, которая регулярно отправляет в ВГИК, во Всероссийский государственный институт кинематографии, своих
ребят учиться, и девочек, как девочек говорится, и мальчиков. Кинофестиваль «Золотая башня» – уникальное событие на всем Северном Кавказе. География участников расширяется с каждым годом. За все годы существования в нем поучаствовали фильмы режиссеров из 25 стран мира. А для наших жителей конкурс – отличная возможность оценить киноновинки молодых и талантливых режиссеров. Мы в предвкушении, кто же будет лауреатом, кто все-таки представит нам свой фильм, вот такой необычный. Наша молодежь пробует свои силы в кинематографическом искусстве. Это, конечно, заслуживает внимания. А само проведение мероприятия и то, что этот фестиваль, я повторяю, в нашей республике непременно внесет свой весомый вклад в развитие и популяризацию кинематографического искусства. Итоги кинофестиваля подведут 29 октября на торжественной церемонии закрытия. Номинаций 9. Это приз за лучший игровой документальный фильм, за лучшую режиссерскую работу, гран-при фестиваля и не только. Кроме бесплатных кинопоказов, также пройдут творческие встречи и мастер-классы с деятелями искусства. Дана Плеева, Султан Могушков, Новости 24.